Бог пытается предупредить вас о серьезной травме, которая может произойти в вашей жизни сегодня. Вы должны помешать своей семье проливать слезы, и это ваш последний шанс не допустить этого. Аминь. Ангелы раньше волнуются, потому что видят, что кто-то заботится об их жизни. Мы тебя валим, и если ты не откроешь глаза и не проявишь доброту ко всем вокруг, кто спустится, кроме тебя, тетушка. Аминь. Враг попытается поставить вас на важный перекресток в вашей жизни, который будет стоить вам очень дорого. Это не шутка, вы должны воспринимать это как одно из самых сильных посланий в вашей жизни. И, пожалуйста, не уходи, пока эта душа не прольет слезы. Аминь. Ангелы говорят вам, что вы совершите очень большую ошибку, о которой вас предупредят в ближайшие несколько минут. Если вы продолжите делать то же самое, вы будете наказаны навсегда и будете предупреждены с того момента, как поймете, что больше этого делать нельзя. Бог послал вас предупредить вас в первый и последний раз, что всех, кто покинет эту землю сейчас, ждут великие последствия, поскольку дьявол окружает добро и пытается разрушить счастье в их сердцах. Многие губят всех учеников, то есть потому, что и вера ваша слаба. Подпишитесь на сегодняшние репортажи из Лос-Анджелеса, чтобы апрель закончился очень благополучно, а следующий месяц начался совсем по-другому. Неважно, что вы оставите после себя, вся боль, через которую вы прошли, ушла. Каждая буря становится легче, и вы стремитесь дойти до конца и уйти прямо сейчас. Аминь. Бог сказал вам сообщить ему, что вы собираетесь похоронить своего сына, и если вы не хотите успешно пройти это испытание, вам следует уточнить, что вы делаете в своей жизни и что вы делаете в этой части. Последний звонок, чтобы решить все ваши проблемы раз и навсегда. Аминь. Сегодня утром к вам придут ангелы, чтобы спасти вашу душу, что-то войдет в вас и попытается лишить вас сна. Так что это будет большой болью на всю оставшуюся жизнь. И если вы не захотите участвовать в этом браке, не оставить. Аминь. Опишите 1127 вместе со мной, и все бури в вашей жизни закончатся навсегда, и вы найдете свой путь к счастью. 2 достаточно, слез достаточно. Оно у тебя уже есть, это обидное повышение, и нельзя упускать эту возможность и последний шанс. Бог хотел сказать вам, что если вы не будете усердно трудиться, чтобы дочитать это послание до конца, вы тоже можете потерять свою жизнь. Знайте, что я знаю, что ваша буря коротка, и вы не упустите возможности наказать сатану за все зло, которое он творит на вашем пути. Их не двое, дитя мое, будь очень осторожен, потому что я требую великой мести, убегая, и ты должен избегать этого человека. Я сказал, что он может разрушить все хорошие интуиции в вашей карьере, благодаря которым вы можете значительно вырасти в своей жизни. Бог обратился к вам сегодня, чтобы предупредить вас, что дьявол приготовил что-то ужасное в вашей жизни и что вы должны позаботиться о своей душе, прежде чем начнется всякое зло, и каждый этап приблизится и приведет вас к моменту большого риска. Много боли. Аминь. Оставьте комментарий 22 часа 44 минуты, чтобы вы могли спросить здесь, чтобы все ваши настоящие друзья процветали вместе с вами,
были очень счастливы, и только злые люди, которые будут бороться с колониализмом и клеветать на вас, являются землей. Ангелы говорят вам, что вам нужно очень волноваться, потому что то, что может произойти в ближайшие 2 часа, может навсегда усилиться по мере приближения ужасного испытания одного из ваших детей, и вы должны жестоко предотвратить это. Аминь. С сегодняшнего дня Бог находится на передовой, чтобы обеспечить защиту в вашей жизни и возвысить ваше имя против всех оскорблений, через которые вы проходите. И знай, что все это кончено навсегда, и если ты так скажешь, все твои грехи и весь сценарий останутся позади. Аминь. Враг пытается создать большой круг в вашей жизни, и вы должны быть готовы, потому что это действительно принесет в вашу жизнь плохой момент. И если вы действительно хотите оставить этот заговор позади, поделитесь этим постом и прокомментируйте. Как сейчас. Аминь. Ангелам было откровение, что вы можете оказаться на самом дне из-за зависимости, с которой сталкивались всю свою жизнь, и в конце концов вам придется разорвать с ней все связи, потому что вам не придется платить очень высокую цену. Платой за грех всегда является смерть. Аминь. Напишите 1434 сейчас, чтобы эта семья могла получить все благословения в этой системе, финансируемой этим сообщением сегодня, и вы всегда будете уверены, что жили там раньше, потому что партия будет иметь в вас ясность и видение великих вещей. Мудрость – истинное дитя. Помните, что оно во всех отношениях заставит вас покончить с собой, поэтому вы должны всегда следить за своими шагами и следить за своим путем, чтобы не совершить большую ошибку, из которой вы никогда не вернетесь. Аминь. У Бога есть замечательный план, как спасти вашу жизнь и все испытания, через которые вы прошли. Но для того, чтобы это произошло, Он хочет, чтобы вы покаялись во всем, что вы начали. Твою душу можно возродить, и все ваше здоровье тоже. Аминь. 3 ангела сейчас говорят вам, что кто-то, кого вы давно знаете, пытается разрушить ваши мечты и цели, и вам необходимо разорвать связи с этим человеком, что вскоре будет раскрыто и раскрыто в ближайшие несколько минут. Да, аминь. Так враг планирует удержать вас от очень важного человека, но если вы увидите, что произошло из-за вашей невнимательности, знайте, что чем серьезнее вы будете относиться к своему образованию, тем больше вещей может быть убрано с вашего пути. Аминь. И если вы хотите, чтобы Бог послал человека в вашу жизнь, и вы хотите увидеть послание о том, что Он принесет в вашу жизнь хорошие переживания, не более того, все кончено. Мне понравилось, и поделившись этим постом, вы сможете получить доступ к каждой его странице. Аминь. Напишите мне «Добро пожаловать». Сейчас 34,28, чтобы мобильный оставался с большим количеством положительной энергии. Мне следовало обнять тебя. Я благодарен за новость о том, что на этот раз из твоей комнаты в твоей жизни появился кто-то очень дорогой. И если ты дойдешь до конца, его будут любить как лирамент. Аминь. Они по-прежнему внимательно наблюдают за вашей жизнью и говорят, что если вы действительно продолжите совершать одну и ту же ошибку, которая обнаружится в ближайшие несколько минут, в вашей жизни будут только большие проблемы, и вам станет трудно.
Убегай, потому что оно идет из переулка и хочет высосать твою душу. Аминь. Творец говорит, что влечение к земным удовольствиям – это универсальное испытание, сложное путешествие, проверяющее нашу личность и духовную целостность. Однако каждый вызов обещает трансцендентность. Когда мы попадаем в ловушку земных искушений, это знак того, что мы призваны подняться к высшему духовному сознанию. В основе каждого стремления, которое нас тянет, лежит потенциал трансформации в обновленную связь со священным, и если мы обратимся к свету и ищем священного совета. Прокомментируйте так. 1733. Триумф живет на самых высоких вершинах. Те, кто осмелится, смогут прикоснуться к самым ярким звездам. Освободите оковы, которые ограничивают вашу способность вознестись и принять желание своей души. Внутри вас живет таинственная сила, космос, ожидающий расцвета вашего истинного «Я». Несмотря на попытки врага соблазнить нас обещаниями легкого вознаграждения, Бог открыл, что истинный мир и радость можно найти только в Его любви и милосердии. Он предлагает нам полностью довериться Ему, чтобы мы были любимыми детьми. Этими словами Вечный Отец призывает нас принять наше сердце и направить наши мысли к Нему. Особенно, когда мы сталкиваемся с неприятными сюрпризами из нашего дома, Он уверяет нас, что мы сможем выдержать любую семейную бурю, полагаясь на Его силу и мудрость, сохраняя свою честность и веру. Господь помнит, что наша истинная семья включает в себя также сообщество верующих, которые приветствуют и поддерживают нас, где мы можем найти настоящую любовь и принятие. Упрямый сын, в своих словах вечной мудрости и милосердия, Бог призывает нас воспитывать терпение и мужество в тех, кто избирает путь единодушия. Он помогает нам понять, что даже когда мы окружены испытаниями и теми, кто сомневается в наших способностях, наша истинная сила исходит из наших отношений с Ним и ценностей, которые мы решили поддерживать. Бог вдохновляет нас преодолевать страх, принимая нашу миссию смело и с железной уверенностью «Мой возлюбленный сын». Этими словами Вечность приглашает нас поверить в Его бесконечную благодать. Он напоминает нам, что даже самые глубокие и, казалось бы, непоправимые раны Ему не под силу мягко залечить. Он предлагает нам подчиниться Его любящей поддержке, и если мы позволим Ему, Его благодать будет творить в нас чудеса, исцеляя нас со всех сторон, восстанавливая не только наш дух, но также наше сердце и разум. Создатель сообщает нам, что на нашем земном пути мы часто будем сталкиваться с препятствиями и испытаниями, исходящими не от посторонних, а от нашей самой любимой родословной. Однако она уверяет нас, что даже в самых жестоких семейных бурях ее присутствие является опорой силы и направления. Господь предлагает нам преодолеть наши печали и разочарования, рассматривать эти моменты разногласий как возможность возрастать в вере и смысле, подчеркивая, что Его безусловная любовь – это компас, который ведет нас через любую бурю. Комментируйте сейчас 7133. Помните, что вы – особый и драгоценный свет, способный осветить самые темные уголки и вести одиноких, сия семена оптимизма и трансформации в огромном космическом саду. Помните, что сила находится внутри. Божественные существа призывают и посылают вибрации,
которые поощряют и поддерживают борьбу с ложью. Наше окружение побуждает нас доверять божественному руководству, ставить нашу веру на прочное основание слова Божьего, защищая нас таким образом от потоков дезинформации и обмана. Благодаря заступничеству ангелов нам напоминают о нашей способности преодолевать вредные влияния, согласовывая свой путь с ясностью и истиной. Небесные голоса говорят нам, что наша борьба с мирскими желаниями не одинока, что они с нами и предлагают нам непоколебимую поддержку и силу. Когда соблазн искушения кажется непреодолимым, именно тогда мы не забываем взывать к небесным существам, чтобы они окружили нас своей божественной защитой. «И проведи нас сквозь тьму». Это божественные посланники, проявляющиеся мимолетно, но с любовью, призванные помочь нам заново открыть для себя освященный путь. Создатель, мой храбрый сын, в выражениях, полных бессмертной мудрости и нежности, Бог предлагает нам задуматься о последствиях наших мыслей и о нашем долге сохранять их в чистоте и гармонии с Его божественными замыслами. Он напоминает нам, что, несмотря на наше душевное смятение, мы обладаем способностью выбирать мысли, которые возвышают нас и приближают к Его сущности, уводя тем самым нас из лабиринтов греха. Господь напоминает нам, что Он дал нам свободную волю, великую волю, которая выдерживает бремя сознательного выбора. Господь предлагает нам использовать этот дар как возможность возрастать в мудрости и доброте, а не как инструмент для чрезмерного снисхождения. Он уверяет нас, что если мы будем следовать Его заповедям и искать Его руководство, мы найдем способ мудро управлять своей волей. Пишите со мной 8211. Только смелые могут достичь самых ярких огней неба. Освободите себя от пут, которые ограничивают ваше желание подняться и принять свои внутренние желания. Внутри вас есть особая энергия, и небесный мир с нетерпением ожидает проявления вашего истинного «Я». Божьи создания говорят, неся слова надежды и обновления. Они напоминают нам, что через Святого Духа мы обладаем небесной силой удалять из нашей жизни все виды негатива. Под Его руководством мы ведем богатую, сияющую жизнь, в которой преобладают любовь и мир. Небесные посланники приглашают нас довериться Святому Духу, позволить Ему очистить нас и направлять нас на каждом этапе пути. Небесные легионы утверждают, что, хотя на духовном уровне за наше внимание борется множество голосов, не все из них думают о нашем высшем благе. Они призывают нас быть бдительными, тщательно различая священные истины и иллюзии, представленные в виде магических обещаний. Они уверяют нас, что благодаря их бдительности и мудрости мы научимся распознавать и отражать злые влияния, которые пытаются сбить нас с пути. Верховный Господь напоминает нам, что Он с нами даже в самых тяжелых испытаниях. Он призывает нас обратиться к Нему за силой и утешением и утверждает, что Его присутствие является неприступным убежищем от смятения врага. Бог уверяет нас, что если мы доверимся Ему, наше удовлетворение останется защищенным, потому что ничто негативное не сможет преодолеть Его безмерную любовь и защиту. Божественное посылает нам послание, Он знает каждую пролитую слезу и каждую скрытую боль. Он берет нас за руку, ведет от бездны к свету и обещает идти с нами на каждом шагу пути.
Он уверяет нас, что является неиссякаемым источником благодати, что готов помочь нам на пути к выздоровлению от жизненных трудностей. Он работает внутри нас с безмерным терпением и любовью и показывает нам, что верой мы можем достичь мира и восстановления, к которым стремимся. Он также пишет, что у вас будет особый и важный свет, который рассеивает глубочайшую тьму и ободряет заблудших. С каждым вашим шагом вы распространяете семя веры и инноваций по огромному пространству космоса. Не забывайте, что настоящая сила находится внутри вас. Божественное предупреждает нас, что нам нужно внимательно следить за путем своего существования, потому что нас окружают люди, которые действуют с колебаниями, а не с смелостью. Он побуждает нас принять проницательность и просвещение как жизненно важные инструменты, которые позволяют нам пробиться сквозь тени подозрений и преданности и отличить настоящих товарищей от тех, кто может сбить нас с пути. Бог приглашает нас искать сияние Его понимания, которое освещает наши пути и позволяет нам видеть за завесой видимостей. Мой возлюбленный сын, Бог призывает нас с открытым сердцем повиноваться Святому Духу, свет которого сияет во всех темных уголках наших душ. Он напоминает нам, что Святой Дух – это дар небес, источник очищения и обновления, который всегда доступен, чтобы освободить нас от любой тьмы, которая препятствует полноте нашего опыта. Через влияние Святого Духа мы укрепляемся, омолаживаемся и защищаемся от всякого зла. Дорогое дитя, Бог призывает нас закрыть наши уши и сердце от заблуждений, которые пытаются сбить нас с пути. Это напоминает нам, что наша сила не в нашей уязвимости перед искушением, но Бог обещает нам, что, полагаясь на Его Слово и любовь, мы будем иметь необходимую силу, чтобы выдержать самые бурные волны, сохраняя свою безопасность и руководствуясь истиной. Возлюбленный сын, это звучит как призыв пробудить нашу чистейшую сущность. Это самолет. Почка полна чудес, которые искушают нас пустыми обещаниями счастья. Однако истинное удовлетворение мы находим в общении с Богом. Ваша внутренняя сила превосходит любое земное желание. Откройте для себя божественный источник любви и силы, ожидающий раскрытия внутри вашего собственного существа. Когда земные призвания искушают вас, ищите в себе ту высшую силу, небесную искру, способную рассеять тень неуверенности и воли. Начните свое новое пробуждение сейчас, освободите узы, ограничивающие вашу способность возноситься, и освободите место для намерений вашего духа. В вашем существе есть таинственная сила, бесконечно ожидая проявления своей истинной природы. Мой дорогой сын, Бог призывает нас развивать стойкость и мужество против тех, кто выбирает путь трусости, своими словами вечной мудрости и рвения. Он помогает нам открыть для себя, что даже когда мы окружены испытаниями и сомнениями в нашем потенциале, наша истинная сила исходит из нашей связи с Ним и принципами, которые мы отстаиваем. Бог вдохновляет нас смотреть за пределы страха и выполнять свою миссию с неукротимым мужеством и уверенностью. Господь напоминает нам, что Он всегда рядом с нами, даже в самые трудные минуты. Он призывает нас искать у Него убежище и утешение, уверяя, что Его присутствие будет надежной защитой от вражеских бурь.
Бог уверяет нас, что наше счастье остается в безопасности, когда мы доверяем Ему, поскольку никакая негативная сила не может одолеть Его бесконечную любовь и защиту. Небесные посланники предупреждают о том, как скрытые страсти пускают корни и направляют нашу судьбу, приводя порой к очень серьезным ситуациям. Они подчеркивают, что баланс и гармония приходят от сосредоточенности и созерцания, и призывают нас всегда быть внимательными к ропоту нашей души и божественным советам, чтобы мы могли ходить в безопасности и мире. Божественность посылает вам сообщение, чтобы вы знали, что Святой Дух готов помочь нам, очистить нас от всего негатива и оживить нас духовно. Он предлагает нам подчиниться Его присутствию, поверить в Его преобразующий потенциал. Господь уверяет нас, что мы будем избавлены от всех гонений и негативных энергий через Духа Святого. Теперь объяснением является поиск безопасного убежища и вечного источника силы и надежды. Рассмотрим числа 43 и 33. Рассмотрим 81 и 36 как пороговые значения. У вас есть собственное сияние, способное с каждым вашим шагом освещать самые темные уголки и поднимать тех, кто находится на грани отчаяния. Вы сеете надежду и возрождение в бесконечном вселенском саду. Осознай, что мастерство внутри тебя, дорогое дитя, с любовью и глубоким пониманием. Бог призывает нас задуматься о последствиях наших действий, особенно тех, которые возникают из-за необузданных порывов. Это помогает нам понять, что каждое импульсивное решение уводит нас от нашей духовной эволюции и приводит к тяжелым испытаниям. Отец предлагает нам постоянно искать сияние Его существа, чтобы позволить Ему освещать наши пути и вести нас к мудрым и зрелым решениям. Небесные посланники советуют нам не жить в своей боли, превращая свои шрамы в вечные кандалы. Они призывают нас отдать наши печали Всевышнему, веря, что в Его руках наши самые мрачные моменты могут быть превращены в уроки силы и мужества. Когда наше сердце открывается божественной благодати, они позволяют ей действовать и укреплять нас, освобождая нас от уз прошлого и позволяя нам по-настоящему исцелиться. Всевышний Аллах показал нам, что Он всегда готов просветить нас и наделить своей мудростью, если только мы помолимся Ему. Оно жаждет, чтобы мы не подчинялись лживым обещаниям, шепчущимся вокруг нас, обещаниям, которые, хотя и притягательны, но пусты и полны разочарований. Наш Господь уверяет нас, что если мы будем искать Его руководство, нам будет дана способность различать добро и зло, истину и ложь. Голоса ангелов приносят утешение и надежду нашим обеспокоенным сердцам. Они уверяют нас, что благодать Господня подобна первым лучам солнца, разгоняющим ночную тьму и освещающим нашу жизнь новой надеждой. С каждым ободряющим словом они помогают вам увидеть за пределами боли, помогают понять, что каждый момент страдания – это шаг к выздоровлению. Напишите 5434 сейчас, и вы проявите мир, вся смелость будет в ваших руках, ключ к прикосновению к самым ярким звездам. Просторы Вселенной с нетерпением ждут пробуждения вашего истинного «Я». Божественные существа приносят утешение и руководство сердцам, затронутым семейными конфликтами.
Они побуждают нас рассматривать эти испытания не как непреодолимые препятствия, а как этапы нашей духовной эволюции. В каждом вызове мы призваны проявлять сострадание, прощение и истинную любовь с толпы божественной природы, которые Создатель хочет, чтобы мы взращивали. Ангелы распространяют слова ободрения, чтобы справиться с задачей мужества и веры в преодоление наших желаний. Они вдохновляют нас довериться небесному водительству, укрепить нашу веру на основании, которым является Слово Господне, защищая таким образом нас от волн лжи и искушений. При поддержке ангелов нам предлагается осознать, что у нас есть сила преодолевать вредные влияния, сохраняя при этом свой путь в соответствии со светом и истиной. Серафим предостерегает нас от опасности безрассудно поддаться телесным порывам. Они напоминают нам, что каждый выбор имеет свой вес и что сиюминутные удовольствия могут иметь серьезные последствия. Однако они побуждают нас выйти за рамки страха и сожаления и осознать, что каждая неудача – это возможность для обучения и развития. Честно и мужественно противостоя своим желаниям, мы открываем путь к более глубокому пониманию самих себя и Божьего замысла для нашего существа. Серафим провозглашает послание оптимизма и руководства в те времена, когда мы теряемся внутри себя. Они побуждают нас доверять силе, исходящей от нашей веры, использовать священные писания и наши отношения с Богом как якоря, которые удерживают нас устойчивыми даже в бурях сомнений и сомнений. Серафим напоминает нам, что, основываясь на священном, мы обладаем необходимой ясностью для определения правильного пути. Затем введите 8122 в качестве направления вашей линии. Вы обладаете особым и жизненным пламенем, которое освещает самую глубокую тьму и вдохновляет обеспокоенное сердце. С каждым проходом выращивайте семена дыхания и обновления в огромном космическом саду. Помни, мой возлюбленный сын, что сила внутри, Отец голосом, полным любви и глубокой заботы, предупреждает нас о том, как извращенные мысли пускают тонкие корни в нашем существе, становясь инструментами действий, которые уводят нас от нашей божественной природы. Он предлагает нам использовать ценные инструменты для молчания и самоанализа, очищения разума и укрепления нашей связи со священным, с помощью которых мы обретем мир и здравомыслие, необходимые нам, чтобы стереть тени неуверенности. Всемогущий Бог учит нас, что контроль над нашими импульсами и желаниями необходим для того, чтобы проложить путь, соответствующий Его божественному плану. Он призывает нас принять самодисциплину, подчеркивая, что без нее мы можем легко сбиться с пути, что в конечном итоге приведет к долгосрочным последствиям. Господь советует нам искать Его силы и света, чтобы отличать эфемерные желания от тех вещей, которые действительно улучшают наш дух. Всевышний отмечает, что в нашем земном паломничестве мы часто сталкиваемся с лживыми словами и лживыми обещаниями противника, которые пытаются ввести нас в заблуждение. Он предлагает нам настроить свой дух и совесть на Его вечное и непорочное Слово. Чтобы защитить нас от ловушек, которые сбивают нас с пути добра, Создатель велит нам поставить строгий фильтр на сообщения, которые мы распознаем в своем существе. «Я открою твои глаза, чтобы увидеть чудеса небес. Вы услышите пение ангелов, и когда мой голос достигнет ваших ушей и вашего духа,
ваше сердце забьется от радости, смелости и бесконечного мира. Поймите, что все ваши трудности, проблемы и страхи в моих руках. Не нужно бояться или плакать, прошлое и его боль остались позади. Я приказываю вашим мыслям отпустить обвинения, вину, страхи и сожаления, которые тяготят вас и разрушают ваши надежды и мечты. Ты рожден заново, прямо сейчас я смотрю в твои глаза. Посмотрите на меня, созерцайте горизонт и увидите счастливое будущее, которое я приготовил для вас. Дышите глубоко и ощутите этот целебный аромат, который пробуждает и оживляет мечты вашего сердца. Посмотрите, как далеко вы сможете зайти и какие огромные благословения вы принесете своей семье. Не говорите, что я этого не заслуживаю или не могу, потому что вам от этого плохо. Возможно, вы беспокоитесь о том, чтобы доставить себе удовольствие своими внешними действиями или внешним видом, но вы пренебрегаете мыслями, которые приходят вам в голову. Люби меня всем сердцем и разумом. Изгоните мысли, которые вредят моей святости. Если я могу это сделать, то и ты сможешь. Если я хочу быть благословленным, я буду благословлен. Раскрой свои руки, и я наполню их чудесами. Не сомневайтесь в этом. Не говорите, что это невозможно. Разве ты не слышал бесчисленное количество раз, что для меня нет ничего невозможного? Но мне нужно видеть вашу преданность делу и сосредоточиться на своих словах. Перестаньте быть нерешительным, как раньше. Я не лжец, когда я говорю, что люблю тебя вечной, непоколебимой любовью, я говорю правду. Многие люди вокруг вас привыкли слушать ложь врага, полагая, что я их не люблю, что я всегда их сужу и что у меня нет для них благословений, потому что они этого не заслуживают. Какая ужасная ложь! Как я мог не любить тебя? Посмотрите, что я делаю, чтобы связаться с вами, и все методы, которые я использую, чтобы связаться с вами. Куда бы вы ни посмотрели, я помещу свое сообщение туда. Я хочу, чтобы твои глаза видели, твое сердце чувствовало. Я переверну землю и небо, чтобы ты была уверена в моей любви. Научитесь принимать любовь. У меня есть слова, которые помогут тебе расти, быть сильным и оставаться рядом с тобой, помня только мою любовь. Привыкайте к этому прекрасному слову «любовь, любовь, любовь». Скажите это вслух, почувствуйте это в своем сердце, сделайте это сейчас. Увидьте, как ваши слабости заменяются новой чудесной силой. Пробелы в вере так чувствовали те, кто знал меня веками. Именно этим голосом я говорил с ними, а теперь говорю с вами. Позвольте мне помочь вам, предложив вам жизнь, полную радости и изобилия. Когда вы слушаете меня сейчас, я приглашаю вас послушать меня, зная, что я с вами в этот момент, даже если вы чувствуете себя непонятым, неслышимым и одиноким посреди своей борьбы. Знай, что я с тобой, я люблю тебя, как никто другой. Поэтому сегодня я готов выслушать и поддержать тебя, чтобы сделать тебя счастливым, реализованным и благополучным человеком. Прислушайтесь к моему совету, ведь все, чем я делюсь с вами сегодня, принесет в вашу душу покой, комфорт и свободу. Дитя мое, не пытайся убежать от меня, ведь ничто не сможет разлучить тебя со мной.
Не поддавайтесь отчаянию и не позволяйте бремени жизни одолеть вас. Не позволяйте злым действиям врага повлиять на вас. Скорее позвольте мне помочь вам. Позвольте мне взять вас за руку и направить на путь жизни, путь праведности, где мир, радость и покой. Я буду держать тебя за руку и вести тебя к выполнению моих обещаний. Какими бы мрачными ни казались сейчас вещи, я не оставлю тебя. Я всегда буду рядом с тобой, поддержу тебя и буду держать в своих объятиях, потому что я хочу подарить тебе только жизнь, полную счастья, жизнь, полную цели, полную обильных благ. Благословения, которые отвечают вашим потребностям и удовлетворяют желания вашей души и сердца. Поэтому, сын мой, я никогда не оставлю тебя. Я всегда буду напоминать тебе, как сильно я тебя люблю, ведь ты мое неповторимое и чудесное творение. Я призвал вас к благословению и процветанию, чтобы вы могли жить счастливо на этой земле. Даже если вы иногда забываете, кто вы есть, и забываете цель, к которой вы призваны, сохраняйте спокойствие, потому что я здесь, чтобы напомнить вам, направить вас и помочь вам выполнить ее. Независимо от того, насколько велики ваши мечты и цели, я помогу вам их достичь, потому что вы – мое особое сокровище и заслуживаете счастья. Я понимаю моменты, когда ты чувствуешь вину за свои ошибки и неудачи, и как сложно себя простить. Но помни, я всегда прощу тебя, никогда не буду судить тебя строго. Для меня самое главное избегать ошибок и учиться на своих ошибках. Я хочу, чтобы ты вырос и стал лучше. Осознайте, что каждое испытание или вызов – это возможность расти и становиться сильнее. Проблемы – это ступеньки, которые приведут вас к более высокому уровню уверенности и жизни, полной целей. Сражайтесь с этими врагами, мои ангелы охраняют вас, мой дух готов вмешаться в любое оружие, предназначенное для вашего уничтожения. Когда путь кажется заблокированным и неопределенным, верьте, что я все еще вижу ясный путь, который будет направлять ваши шаги. Возьми меня за руку и пройди со мной не только видением, но и верой через долины глубокой тьмы. Я буду править тобой по правде моей, и свет славы моей будет позади тебя. Свет моего присутствия осветит твою душу изнутри, даже после того, как небо станет тусклым и беззвездным. Вам просто нужно научиться зажигать его пламя и поддерживать его горение. Вы остаетесь маленьким и уязвимым, как Давид перед Голиафом, и кажущиеся гигантскими шансы против вас кажутся в ваших глазах непобедимыми. Но не путайте их устрашающий внешний вид с неуязвимостью. Разве я не дал тебе твоих пращей и достаточно камней, чтобы ты осмелился нести их? Смело стойте против ужасов ночи и с уверенностью скажите: вы приходите ко мне, вооруженные копьями, но я прихожу к вам во имя Господа Всемогущего, ибо я не оставил вас бессильными или безоружными в этой битве. Облекитесь в доспехи, которые я даю вам ежедневно, чтобы противостоять всем козням дьявола. Наденьте нагрудник моей праведности, чтобы защитить свое сердце. Возьмите меч моего духа, чтобы защититься от лжи, и держите щит веры, который угасит все пылающие стрелы разрушения. В безопасности в моих объятиях и в надежном объятии никакое зло не сможет одолеть тебя из дома, который я приготовил.
Стряхните с себя оковы прошлых травм, которые тяжело давят на вашу душу, ограничивая движение и двигаясь навстречу невостребованным обещаниям, стоящим перед вами. Как я заявляю в своей вечной речи, творю все новое, а оковы цепей также могут стать средством спасения, когда они будут переданы мне для переделки. Я вытерплю испорченное, я осветлю потускневшие, я восстановлю потускневшие и тусклое. Там, где коррозия стирает первые хрупкие слои надежды, я покрываю их сияющими отложениями искупления, пока красота снова не восстанет из пепла. Потому что в моих руках нет ничего, что нельзя было бы починить, нет сломанных частей, которые нельзя было бы починить, и нет ран, кроме моей лечебной бомбы. Самые глубокие слои боли, спрятанные и запертые внутри твоего внутреннего существа, остаются для меня доступными. Я знаю, как больно скрывать травму, скрывать части, которые кажутся слишком смущающими или слишком сломанными, чтобы их можно было выставить на свет. Но нет такого серьезного разрыва, который я не мог бы исправить, нет раны, которую я не мог бы зашить, нет ожога внутри тебя, который был бы слишком плох для новорожденных семян. Позвольте этим обещаниям проникнуть в ваш дух, впитаться в почву, оставленную слишком долго, и треснуть под иссушающим жаром осуждения. Пусть мои слова оживят и обновят рост под грудами разбитых сердец, которые проповедуют только вести о бесплодии. Без моего руководства несите бремя сказанных о вас слов. Вы нежелательны, недостойны, нелюбимы. Такое бремя никогда не предназначалось для того, чтобы нести его в одиночку, и уж точно не предназначалось для того, чтобы оно стало постоянным одеянием, окутывающим вашу душу. Пока я шепчу в тишине, мой дух снимет эту мантию с твоих усталых плеч и сломает мертвую хватку, ограничивающую принятие себя. Потому что ни одно слово, сказанное против вас, не сможет противостоять власти моего благословения, произнесенного в вашей жизни. Подобно тому, как появление света возвещает рассеяние всех созданий ночи, бегущих от ее откровений, так и мой указ раскрывает смещающиеся тени, рассеивая их силу, уменьшающую ваше существо. Яркие оттенки, их блеклые формы испаряются под дуновением ветра, но яркие краски, возникающие под улыбкой неба, прекрасных, как рассвет, остаются с вами. Дорогое мое дитя, ты долго терпела и не получила удовлетворительного ответа. Почему печаль? Почему боль? Почему обещанные надежды откладываются или гаснут перед тоскующими глазами? Знайте, что я понимаю боль неожиданной надежды, боль ожидания родов во время долгих родов. Но придет назначенное время, когда терпение совершенно подействует в вас. Наконец придет конец и усиленному катарсису, легкости перехода от семени к лезвию и исполнению долгожданных обещаний в мое время. Сформировавшийся бутон расцветает, и яйцеклетка, вскормленная длительным инкубированием, раскрывает новые крылья, и кокон метаморфических изменений вырисовывается с поразительным великолепием. Продолжайте подчиняться процессу, веря в цель, которую вы поставили на данный момент. Несмотря на то, что тигель сильно горит, оставьте в нем свободный путь. Когда огонь трудностей и отсрочек очистит ваши желания, вы будете все время сиять, стоя в печи. Если вы проявите настойчивость, этот сезон битв вас не разочарует,
и вы полностью положитесь на свои силы, средства к существованию и стратегию в предстоящей долгой кампании. Я могу накормить тебя в пустыне, любовь моя. Ежедневно держитесь моей благодати, извлекая из ее глубин решения, необходимые вам для каждого конфликта между волей и усталостью. Хотя ваши враги кажутся очень свирепыми и неисчерпаемыми, помните, мой дух живет внутри вас, превращая человеческую слабость в повышенный страх. Повесьте это знамя веры высоко и гордо на поле битвы, стойте внутри, сплотитесь вокруг его знамени, позвольте истине занять прочное место в вашем внутреннем существе, прежде чем сопротивляться вражеским силам, которые стремятся завладеть вашей душой. Когда жестокие насмешки стремятся посеять страх и беспорядок в рядах, когда заряженные стрелы атакуют линию обороны, держитесь этого натиска, который я повелел. Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо битва не ваша, а Божья. Поэтому крепко держитесь этого обещания, которое я объявил вам и всему творению с момента первого откровения. Каждое из моих обещаний верно и истинно. Они резонируют с определенной надеждой. Сквозь годы и всю жизнь, никогда не ослабевающий и не слабый, а наполненный нестареющей силой моего духа. Как небеса не могут вместить сияние моей славы, так и не могут они ограничить мою покупку. Он непрерывно течет с моего трона, давая проводников видений и ловцов снов, чьи взгляды следуют за мной. Вы были созданы в утробе матери сложным умением, сочетающим в себе творчество и заботу, принявшим примерную форму, а затем и содержание вашей личности. Но я, Господь, автор жизни, увидел твою полноту, когда ты сделал первый вдох. Я представлял тебя целым, исцеленным, восстановленным, и вместе со мной перед внешними глазами мог увидеть первые признаки начала. Мое зрение выходит далеко за пределы нынешней боли, чтобы увидеть зарождающийся шедевр, нарисованный узорами, которые ваши глаза еще не видели. Однако, даже когда вы смотрите на него через линзы, затуманенные отложенными желаниями, видение, открывающееся перед вами, может не соответствовать мечтам, которые вы определили, как осуществить. Надежды, основанные на временной ностальгии, упускают из виду вечное намерение, вплетенное в ткань судьбы. Но согласно моему божественному замыслу и времени, крики вашего сердца найдут удовлетворительные ответы. А до тех пор вы должны верить в доброту моего характера и мудрость моих путей, превосходящую ограниченное понимание. Ибо как небеса недоступны человеку, так и мои планы относительно тебя находятся за пределами нашего нынешнего понимания. В этом заключается приглашение к более близким отношениям со мной, освободиться от предполагаемых прав контролировать исход чужой истории и передать ее в мои руки как искусного автора и завершающего каждого жизненного пути. Отречение ведет к освобождению от неустанных усилий обеспечить свой образ жизни в соответствии с условиями и свободами, которые вы определяете. В этой позе подчинения, любовь моя, ты живешь с уверенностью, что мое изменение порядка твоих шагов воспламенит даже самые великие мечты жизни, которые ты только можешь себе представить. Когда вы доверите мне свой путь, красота этой блаженной уверенности раскроет новые слои. Не по принуждению, а по выбору любви. Потому что, когда души пробуждаются к моему любящему суверенитету,
и стремятся прежде всего к своей роли в управлении событиями, которые не полностью находятся под их контролем. Обман приводит к непониманию и излишествам идентичности. Вы можете руководить со смирением, отдавать себя с состраданием и демонстрировать истину честностью в действии. Все это важные действия добродетельного влияния. Однако я единственный, кто способен определить время и способ, с помощью которого чужое искупление перейдет от зеленого побега к плодоносной лозе. А рост в свое время отражает семена, посеянные на этом пути. Так что предупреждаю вас, возлюбленные, что необходимо набраться терпения, прежде чем ощутить те блага, которые уготованы под землей и под землей. Только суверенный садовник знает подходящее время для урожая, приготовленного одним и тем же средством солнца и дождя, пролитого на праведных и неправедных. Поэтому утверди глубочайшее стремление к переменам и обновлению в общем дыхании моего духа, который заражает подобные элементы, являющиеся источником творения, каким мы его знаем как человеческого, так и животного. Судьба также формируется ветрами жизни, а они выравнивают игровые поля, контролируют движение. Все встаньте и получите звание, о котором я думаю. Бесконечный разум не получает, потому что мои пути возвышаются над тем, что могут воспринимать ограниченные видения. Остановись со мной здесь, любовь моя. Помимо всех срочных крестовых походов, есть благодать в простоте. Примете ли вы мое приглашение? Откажетесь ли вы от разочаровывающей тоски и беспокойных усилий, связанных с тем, что ваша роль может показаться несущественной? Подумайте о чудесном разнообразии необъятной природы и обратите внимание на воробья, которого часто упускает из виду случайный взгляд. Даже в одиночестве кажущаяся незначительность воробьев ускользает от моего внимания и признания. Любимое дитя, облаченное в мой драгоценный образ, увижу ли я еще раз и прославлю тебя, дивное чудо? Моя семья не имеет границ. Ты незаменим для меня, тебя видели на участке, тебя любят, ты не один, мое дорогое дитя. Слишком долго враг шептал ложь о том, что вы одиноки, брошены и бесполезны. Но знай, ты не уходил из виду. Я никогда не сводил с тебя глаз. Ты останешься зеницей моего ока, радостью моего сердца, моим драгоценным сокровищем. Испытания и горести могут испытать вашу веру, но не бойтесь, ибо я буду щитом от каждой стрелы, летящей днем. Моя могучая рука поддерживает тебя, так что даже когда ты идешь в самую глубокую долину тьмы, тебе не нужно бояться зла. Если ты доверишься мне, ни земля, ни ад не смогут вырвать тебя из моих рук. Приди ко мне, когда ты устанешь и встревожен, и я дам тебе покой. Укройся под моими крыльями, когда вокруг тебя бушует буря. Близкий моему сердцу мой великий покой успокаивает любое беспокойство. Тепло моей любви прогоняет всякий холод, и я буду убежищем от горьких ветров жизни. Говорил ли кто-нибудь когда-нибудь что-то, что унизило вас или заставило усомниться в своей ценности? Не обращай на них внимания, малыш. Все, что имеет значение, это мой голос. Я хочу, чтобы ты была избрана, моя любимая, особенное сокровище. Не ищите подтверждения в человеке, посмотри на меня одного. Ты всегда был прекрасен в моих глазах,
даже в своей разбитости и грехе. Пусть не будет никакой вины, которая испачкает твое лицо, моя красавица. Цена уплачена, ваш список полностью стерт. Приди ко мне, моя дорогая, и если тебя еще беспокоят старые раны, позвольте мне сказать исцеляющие слова поврежденным частям вашего сердца. Я перевязываю каждую рану нежностью. Там, где стыд оставил свой уродливый след, я стираю его словами неизгладимой благодати, пока вы не вспомните его. Я заменю печаль смехом и красоту пеплом. Там, где когда-то были только слезы, течет масло радости. Вы потеряли надежду, что ваши молитвы будут услышаны. Я кажусь медлительным или глухим к твоим крикам. Мужайся, дитя мое, за тишиной, где смерть незрима, на твоем пути трудятся 10 000 ангелов. Я сделал их хранителями тебя. Они слушают мой голос и следят за каждым знаком, который движется по моей команде, чтобы защитить вас. Ни один запрос не остается без внимания, каждая слеза в бутылке, каждая печаль написана в моей книге. Я давно запланировал ответ на все ваши потребности. Прежде чем проголосовать за них, помните, я выбрал идеальный момент, даже когда кажется, что события против вас. Жди меня с полной уверенностью, наступает назначенный час. А пока укройся в тени моих крыльев, где твои печали не достигнут тебя. Пусть мое присутствие будет твоим убежищем, мой мир твоей долей. Доверься мне в темноте, и ты увидишь мою верность. Наступит рассвет со светом моей доброты. Вам не нужно пытаться понять мои планы или понять мои пути. Небо выше земли, мои мысли далеки от тебя. Но знай, что каждое разочарование, промедление, даже дни безнадежного плача, все служат моей цели и приближают тебя к моему образу. Вот ваша безопасность. В земной испытательной печи Тигель горит, обнажая золото, алмаз, образовавшийся под неизмеримым давлением. Мой любимый повзрослел через страдания. Не презирайте этих милостей, даже если они какое-то время будут болезненны. Однажды ты меня поймешь и отблагодаришь. А до тех пор ходите с верой в то, что я властен над всеми заботами. Я проведу тебя из самой темной долины к залитой солнцем горной вершине. Вес этого мира не может сравниться с вечным весом славы, которую я приготовил для тебя. Мое драгоценное дитя, ты, верящий в меня, будешь наслаждаться вечной радостью. Его источники, вечные источники, текущие глубоко и широко, подобно моей милости, которая будет сопровождать вас во все дни вашей жизни. Приди сейчас, любовь моя, наполни и освежи предо мной. Отбросьте тяготы, которые вас утомляют, всякую заботу, испытывающую вашу душу. Вместо этого возьмите иго мое, ибо оно легко, бремя мое легко. Вместо паники я дам вам покой, покой, превосходящий всякое понимание. Он будет сторожем в вашем сердце, неприступным оплотом против страха и разочарования. Вы без проблем перенесетесь в неспокойные дни. Прими полноту моей радости, которую никто другой не сможет у тебя отнять. Все темные силы ада вместе взятые не смогут разлучить вас с этой любовью.
Всегда помните, что я иду впереди вас, чтобы приготовить путь. Мои глаза укажут тебе путь, и ты не споткнешься. Я всегда рядом с тобой, чтобы поддержать и поддержать тебя. Каждый вечер, ложась спать, знайте, что я позаботился о вашем завтрашнем дне. Поэтому ни о чем не беспокойтесь и всякую просьбу и заботу выражайте в молитве и прошении с благодарением. Тогда мой непостижимый мир, превосходящий всякое понимание, будет охранять твое сердце и управлять твоим разумом. Разве я не сказал, что все содействуют ко благу любящих меня и призванных по моему замыслу? Тогда можешь быть уверен, что ничто, беда или лишение, гонение, голод, нагота, опасность или меч, даже смерть, не сможет отлучить тебя от моей безграничной любви. Дитя мое, ты не свой, но куплен дорогой ценой. Поэтому используй свое тело как орудие праведности, живую жертву, святую и угодную мне, ибо в этом твое духовное поклонение. Тогда, обновив свой разум, ты узнаешь мою добрую и совершенную волю к тебе. Воистину, это я создал тебя в чреве твоей матери, и там соткал тебя с божественным мастерством и любовной заботой. Я знаю тебя лучше, чем ты понимаешь. Прежде чем ты сделал первый вздох, я увидел все дни твоей жизни уже расписанными и детально распланированными. Я рад взять вас в путешествие, чтобы раскрыть во мне свою личность. В своем сердце вы будете знать, что вы полны через Бога, который является главой всякой силы и власти. Да, моя дорогая, я сделала тебя безупречной в своих глазах, несмотря ни на что. Итак, подними лицо твое без пятна и порока и радуйся, что ты спасен. Просто верьте, и оно исполнится согласно моим обещаниям. Приходите, стол накрыт и пир ждет. Ешьте хлеб мой и пейте молодое вино Духа Святого. Попробуйте и посмотрите, насколько я хорош. Придите с чистыми руками и чистым сердцем, и вы получите все, что я приготовил для вас. Я приглашаю вас войти в обширное хранилище моей славы, пока вы не переполнитесь и не переполнитесь полной мерой моей благодати и истины. Крик моего сердца к тебе в этот день, который рядом со мной превратился из славы во всевозрастающую славу. Познай меня глубоко силой моей жизни воскресения. Наша дружба очень милая. Гуляйте со мной каждый день, чтобы наше единство крепло. Пусть мои живые слова пускают корни и обильно процветают в тебе, пока ты живешь в моей любви, принося много плодов во славу мою, пока ты не наполнишься моей полнотой. Это приносит мне столько радости. Теперь у тебя есть мой покой, моя любовь, достаточная, чтобы выжить. Действуйте моими полномочиями, честно представляйте меня как моего посла. Куда бы ты ни пошел, свети светом моей истины, многие увидят и поверят. Хотя тьма покрывает землю, сией славой моей, привлекающей ко мне всех людей. Истинное намерение окружающих нас, наших небесных хозяев, уверяет нас, что с их заботой и советом мы сможем распознать неумелое и сохранить свое сердце и миссию живыми, безопасно продвигаясь через сложную паутину человеческих эмоций. Оставьте 1326 подобных комментариев. Этого достаточно, чтобы осветить самое темное место и воодушевить угнетенных. Каждый раз, когда вы делаете шаг вперед,
вы сеете семена надежды и перемен на просторах Вселенной. Знай, что истинная сила находится внутри тебя, сын мой. Творец говорит нам о величии и силе самоограничения голосом, полным любви и заботы. Он предупреждает, что хотя искушения и желания являются частью нашей плотской природы, истинная сила приходит тогда, когда мы можем справиться с ними и не позволить им одолеть нас. Бог призывает нас заглянуть внутрь себя, чтобы найти в себе смелость и решимость выбирать пути, которые соответствуют нашей истинной сути и божественной цели. Мой дорогой сын, оно звучит как ласка, приглашающая тебя приблизиться к лону Творца. Это показывает, что шрамы на нашей душе символы не нежности, а смелого пути через земные испытания. Он уверяет нас, что Его благодать превосходит все страдания, что Он способен возродить наши силы и вовлечь нас в глубокую исцеляющую любовь, оставив лишь отголосок нашего мужества в совершенствовании и эволюции. Независимо от выбора, который может иметь серьезные последствия, Бог показал, что Его руководство и любовь всегда готовы поддержать и направить нас. Он призывает нас к молитве и медитации, ища Его голоса в тишине наших желаний. Бог уверяет нас, что когда мы вернемся, хотя небесные воинства могут показаться враждебными, те, кто должен быть нашими столпами и прибежищами, иногда покажут нам источник наших самых острых трудностей. Однако ангелы успокаивают нас уверенностью, что каждое семейное несчастье находится под контролем и поддержкой Бога. Они вдохновляют нас отвечать добротой и терпением, искать прощение и сострадание, сохраняя при этом веру и небесную мудрость. Слышим голос возлюбленного Сына, вечного Отца, полной любви и ревности, призывающий нас развивать бдительность и проницательность в отношении того, что находит отклик в наших ушах. Хотя это и сладко, оно предостерегает нас от обмана, когда мы слушаем обещания, ведущие к разрушению и страданиям. Бог призывает нас постоянно искать Его присутствие и совета во всех сферах, гарантируя, что мы откроем истину, которая освободит нас под Его руководством. Вечность отмечает, что на нашем земном пути мы сталкиваемся с бесчисленными испытаниями и духовными противниками, включая существ, которые стремятся дестабилизировать наш внутренний мир и радость. Он призывает нас быть бдительными и воспринимать веру как щит от подобных вещей. Божественное призывает нас доверять Ему и искать Его поддержки и руководства, поскольку под Его опекой никакой вред не может по-настоящему причинить нам вред или разрушить удовлетворение, которое Он вселил в наши души. Мой дорогой сын, голосом, полным милосердия и заботы, Небесный Отец предупреждает нас о постоянном наличии на нашем пути трудностей и приманок, некоторые из которых тщательно продуманы противником, чтобы нарушить наш покой. Он повторяет, что наше счастье определяется не внешними факторами, а внутренним пламенем, которое Он дал, и призывает нас укорениться в Его святом Слове. Он предупредил, что высший духовный путь полон испытаний и что искушения являются фундаментальными составляющими этого пути, служащими испытанием нашей веры и стойкости. Но он уверяет нас, что нет такой проблемы, которую нельзя было бы преодолеть верой и настойчивостью. Благодаря самоотверженности,
терпению и помощи священных сил мы можем превратить наши самые низкие наклонности в ступеньки к более глубокому пониманию нашей цели и связи с космосом. Мой любимый сын, голосом, полным любви и глубокой заботы, Создатель предупреждает нас о тех, кто поддается своим страхам и пытается мотивировать нас или отвлечь от нашего истинного пути. Это напоминает нам, что наша истинная сила заключается в нашей вере и целостности наших ценностей и стремлений. Бог призывает нас быть верными себе и Ему, используя нашу проницательность, чтобы идти путем целостности и ясности. Мой благородный сын, нас тронул высокий голос силы и веры, выводящий нас из диких течений семейной динамики. Он предупреждает нас об опасности позволить взглядам или амбициям членов семьи определять нашу самооценку или траекторию развития. Скорее, он предлагает нам зафиксировать на нем свою личность и цель, уверяя, что, питаясь его истиной и любовью, мы сможем противостоять любому вызову с достоинством и силой. Небесные существа отмечают, что каждый шрам, который мы украшаем, может стать благодатной почвой для пробуждения нового рассвета надежды. Расправляя над нами свои крылья защиты, они уверяют нас, что наш путь к исцелению – это не улица с односторонним движением. Божье присутствие окружает нас и ведет к свету высшей благодати, который оттирает каждую слезу и исцеляет каждое разбитое сердце. Они уверяют нас, что любую болезнь можно вылечить заботой Создателя. Стражи неба. Они объясняют, что в хаосе повседневной жизни легко погрузиться в океан бурных мыслей, которые могут постепенно отдалить нас от света Божьего. Они призывают нас быть осторожными, очищать свои мысли от сита любви и к истине, исходящей от Бога. Небесные стражи уверяют нас, что благодаря их заботе и Божьему благословению мы сможем преодолевать бурные волны, сохраняя при этом свою индивидуальность и здравомыслие. Воинства небесные возвещают, что Дух Святой своим дерзким спокойствием очищает нас от темных влияний, окружающих нас, и дает нам неизмеримую силу. Как верные помощники этой божественной силы, они окружают нас своей защитой и ведут к состоянию равновесия и мира. Мы уверены, что под защитой Святого Духа никакое зло не сможет устоять, ведь Его свет так велик, и Его присутствие является столпом мира и очищения для наших душ. Серафимы предупреждают нас, что противник умен и использует полуправду и обещание мгновенного удовлетворения, чтобы отвлечь нас от нашей небесной цели. Они подчеркивают, что путь к истинному счастью и довольству лежит не во временных искушениях, а в верном следовании заповедям и любви Творца. Серафимы призывают нас укрепить нашу связь с Божественным, укрепив нас как крепость против козней супостата. Мой дорогой сын, этими словами